Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня провел заседание правительства республики. Рассмотрели вопросы готовности жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов к отопительному зимнему периоду 2021-2022 года. Тема крайне важная для нашего северного региона, и по итогам заседания дал поручение правительству республики, Минстрою подготовить доклад о получении муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями паспортов готовности, а также совместно с ресурсоснабжающими организациями подготовить дорожную карту по повышению собираемости платежей за коммунальные услуги. У нас начинается цепная реакция, большая недоимка за отпущенное тепло, электроэнергию и так далее. И при этом энергоснабжающие организации, коммунальные организации должны готовить к зиме котельные и дома. И, конечно, им не хватает средств, и это очень важно, с тем, чтобы все-таки за услуги вовремя расплачивались все, и физические лица, и юридические. Ну, я обратил особое внимание руководителей городов и районов на персональную ответственность за отопительный период, и еще раз подчеркнул, что необходимо постоянный их круглосуточный контроль за этой темой. Вместе с коллегами из правительства республики, депутатом Государственного совета республики Магомедовым Русланом Самагомедовичем, мэром Сыктывкара, Хозяиновой Натальей Семеновной провели встречу с жителями Эжвинского района. Вручил жителям Эжвы за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие региона государственные награды республики и юбилейные медали в память столетия Республики Коми. Обсудили на встрече большой перечень вопросов. Это и ремонт дорог, строительство социальных объектов, обновление автопарка пассажирских автобусов нашего пассажирского предприятия, обеспечение качественной питьевой водой, переработка вторичного сырья, привлечение узких специалистов для работы в учреждениях здравоохранения и многие еще другие вопросы. По итогам встречи дал поручение правительству республики по всем вопросам, которые обсуждали, и поставили контрольные сроки по их исполнению. Встретился с командой Сыктывкарского мини-футбольного клуба «Новая генерация», который сегодня отметил 15-летний юбилей свой. Пожелал спортсменам новых успехов, новых побед. Они у нас звездные, они по составу клуб очень сильный, ну и по спортивным результатам. Дважды клуб стал полуфиналистом российской мини-футбольной суперлиги и полуфиналистом Кубка страны. Ну и еще есть одно направление в команде – это общественная работа спортсменов. Они проводят очень много встреч с начинающими спортсменами, кто играет в мини-футбол, причем по всей территории республики, до самых маленьких, небольших населенных пунктов, встречаются с ребятами, показывают им мастер-класс, ну и вообще просто пропагандируют мини-футбол. Спасибо им за это огромное. И в завершение, как обычно, об эпидобстановке. В Республике Коми за сутки выявлено 215 случаев заболевания коронавирусом. Вы знаете, вчера было 216, мы вот так никак не можем начинать по-настоящему снижать уровень заболеваемости. Выздоровело сегодня 192 человека. Ну и наибольшее число заболевших, ничего нового, Сыктывкар, Ухта 80-40 соответственно, и Сыктывдинский район 12 заболевших. По развернутым койкам мы достаточно серьезно сократили. У нас сегодня развернуто 2027 коек, мы сократили 379 коек, но больше всего это КРКБ 62 койки, госпиталь для ветеранов 70 коек. Ну и далее, Сосногорск 100 коек, и далее по инфекционной больнице, Печора, Усинск, Усть-Вымская ЦРБ, Инта, Прилукская ЦРБ.
разное количество коек, итого 379 сокращенных коек. Занято 1447, вчера было немножко больше, то есть выздоравливаем, койки освобождаются. Теперь по вакцинации. По вакцинации первый компонент вакцины получило 258 916 человек, второй или полностью завершили вакцинацию 237 737 человек. У нас очень большой объем вакцины на остатке, более 142 тысяч доз. Мы практически замерли на первом компоненте привитых и на полностью завершившем прививкой. Я прошу снова и снова, нужно начинать прививаться и приходить на прививки, потому что, еще раз подчеркиваю, у нас впереди резкий подъем и ОРЗ, ОРВИ и гриппа. Берегите, пожалуйста, себя. И на сегодня вся информация. Будьте здоровы. Действительно, подумайте еще раз о вакцинации. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.